Это самое главное. Это половина лечения, если человек добрый, отзывчивый. После двухдневного обследования Хавана Кыстхоева, соблюдая рекомендации врачей, продолжает лечение здесь, в общепрофильном отделении. Пациенту 62 года, диагноз гипертония, рассказывает Айна Арчакова. Уже 40 лет она старшая сестра по призванию и психолог по необходимости. Ведь порой человеческое внимание и забота, поддержка и понимание просто необходимы больному, рассказывает Айна. Для нас самое важное – конечный результат. А конечный результат часто нас радует. Вот с этими даже взять ковидными больными, они приходили, у них совсем другая психика была, чем у наших обыкновенных больных. Им кажется, раз они уже пришли сюда, они видят вокруг тяжелых, которые на кислороде, им казалось, что они должны умереть. И приходилось психологически их готовить, что это временно, что это завтра пройдет. Спасать, лечить и утешать, несмотря на усталость, недомогание, порой даже и без выходных. Такой девиз этих людей, кажется, стал смыслом их жизни. Ну а лучший способ восстановления сил на новые подвиги, по словам Айны, это скорейшее выздоровление больного. О себе она рассказывает скромно. Мечтала с детства помогать людям. И поэтому, не задумываясь, еще в 80-х поступила в Грозненский медколледж. Свой профессиональный праздник, День медицинского работника, она не без чувства гордости вспоминает своих коллег, которые плечом к плечу стояли за жизнь людей. Персонал, я считаю, справился, хотя было очень трудно. Иной раз после этих костюмов чуть ли не до обмороков доходили девочки. У нас работали молодые специалисты, так как тогда была нехватка во врачах и медсестрах, оповестили всех, и кто сидел в отпуске, ординаторы с Питера, с Ростова, наши ординаторы приняли в этом участие. Многочисленные кабинеты кардиологии, нефрологии, пульмонологии и вот это общепрофильное отделение на 60 мест. Для Айны не просто место работы, а, как видно из общения с пациентами, уголок для душевного умиротворения. Да, хацелят шаш медсестр, хам сок хаалыш. Да, андали ханисо дивей. Да, маршрут возьмем, маршрут. Говоря о масштабах врачебной деятельности, просто стоит напомнить и о том, что именно они первыми стали на передовую против всеобщего врага – коронавируса. Ежедневно, а то и ежечасно поступавшие больные с признаками COVID-19 и охватившая повсеместно паника – все это стало для них настоящим испытанием. И поэтому без слов поддержки и профессионального напутствия просто было невозможно, рассказывает коллеги Айны. Вообще без выходных, без отдыха. Работать вышел весь наш терапевтический коллектив, включая нашу заведующую Кадзоеву Луизу, старшую медсестру Айну Билановну. Тяжело было, честно было тяжело. Пытались максимально и физически, и морально, и психологически оградить этих пациентов от всего негативного, потому что они уже и так были подавлены и морально, и на психологическом уровне. Дина бисен без выходных, без проходных, мархаш доктор янцааш, цахфнадр янцааш, джевери фади, со больницы со сдан. Постоянно она вот эти 3 месяца находилась в этом отделении. Вся моя защита и поддержка была Айна Билановна. По-настоящему в тяжелое для всех время за бесценный вклад медработников, за их работу, сопряженную с риском для здоровья. Тогда и сейчас нашим врачам выражали и выражают слова благодарности и поддерживают сотни взрослых и детей. Профессий есть многие на свете. Не знаю я, как все их перечесть, но всех прекраснее и живей на свете. Спасать людей везде, где они есть. Спасибо врачам, тем, кто ежедневно, рискуя здоровьем, остается на посту. Тем, кому в эти дни на передовой сложнее всего. Они работают лицом к лицу с угрозой для нашей с вами безопасности. Баркал Халчо. Благодарю я всех медработников. Спасибо вам за все. За то, что вы есть. За то, что вы делаете добро людям. Спасибо всем. Поздравляю медработников с их профессиональным праздником. Это же наши врачи, они наши люди, наши кровные братья, сестры, наши матери, наши отцы. Они стараются ради нас, ради нашего здоровья. По старой традиции поздравлять медиков было принято в узком кругу и неофициальной обстановке. Ну а с 1980 года День медицинского работника отмечают в 3-е воскресенье июня. Тамара Хшагульгова, Адам Мережков, Магомед Шаухалов. Новости 24.